Hayırlı сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр. Һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Праздник Солнца. Южноуральцы отметили Навруз-Байрам. Живые свидетели истории. Новая рубрика об истории края. Кто такой Таймас Шаимов? Это загадка. Силәбе өлкәһендә Газин Ильясов сыгыш яһаны. Мен әйтәм, безнең башкортлар бололып бетмәгән. На Южный Урал вернулся праздник Навруз-Байрам. В Челябинске Навруз состоялся после значительного перерыва. Инициатором проведения выступил Челябинский областной дом дружбы народов при поддержке Министерства культуры. Партнерами праздника стали представительство Республики Башкортостан в Челябинской области, Башкирский Курултай, а также ООО «Регион». Традиции все благотворительности соблюдены сегодня, потому что во всех столах есть угощение. Поэтому спасибо огромное. Всего на фестивале приняли участие 28 национальных культурных объединений из 15 муниципальных образований Челябинской области. 34 коллектива, участников и зрителей было более 3000 человек. Среди конкурсантов на лучшую национальную кухню была и жительница деревни Сары Кунашакского района Альфира Асылгариева. Она приготовила блюдо башкирской кухни, оформила национальный уголок, используя предметы народного быта. Стол ломился от яств, запеченные в духовке гусь, башкирские деликатесы и напитки. К щедрым угощениям прилагались и веселые песни. Не надо забывать наши традиции, обряды, национальные костюмы, да, вот не надо стесняться своего народа, надо наоборот гордиться этим. Креативные идеи Альфиры Асылгариевой не перестают удивлять южноуральцев. Она является лауреатом многих проектов, а ее авторская работа для конкурса «Зимняя сказка» стала настоящим шедевром. Женщина украсила подворье своего дома героями самого волшебного праздника. В ее новогодней сказке есть и хозяева года – собачки, ослик в национальной тюбетейке, зверюшки и сундуки с сокровищами. Альфира сама верит в чудо, видит только красоту и призывает людей к светлому, доброму. Хочется жить правильно и хочется людям что-то оставить, так прожить, чтобы, знаете, вот люди также еще больше создавали вокруг себя красоту. Богатая атрибутика представителей казахского народа вызвала большой интерес. Здесь можно было встретить национальные украшения, предметы быта, посуду. А веселая узбекская мелодия, звучавшая со сцены, пришлась по душе каждому. Танец маленьких принцесс в национальных костюмах добавил яркую нотку выступлению узбекской диаспоры. Представители азербайджанского народа больше подключали молодежь. Юные артисты пели песни, активно участвовали в конкурсах. Хотим продемонстрировать свою культуру, свои ценности на этом великолепном празднике. Наши родители очень любят этот праздник. И в основном девочки гадают, например, вот эти традиции мы очень обожаем. Elinizə, ubanınıza əminamanlıq, ruzi bərəkət arzulayıram. Sağ olun, xoşbəxt olun. Navruz bayramınız mübarək olsun. Желаю, чтобы в ваших семьях было тепло, уютно. Приглашаю вас в наше кафе восточной кухни. Таджикская диаспора, гости из Шри-Ланки также не остались в стороне. Они поздравляли южноуральцев с весенним праздником, пожелав мир и дружбу между народами. کسی که ما را تماشا میکند روز 21 مارس عید نوروز جمشید من شما را از ته دل تبریک مبارکباد گفته با شما عمر دراز صحت و سلامتی آرزومندم. Мы хотим всех, которые здесь присутствуют, поздравить от всей души. بازنامه همه تاجیکان دنیا شما را تبریک میگویم. ما خیلی خوشحال هستیم که این عید رو هر سال جشن بگیریم. Башкирская национально-культурная автономия города Чебаркуля и Чебаркульского района выставила юрту. Яркое жилище башкир привлекало участников своей роскошностью, гостеприимством. Жюри присудило им первое место в номинации «Лучший национальный уголок». Чем чаще мы будем встречаться, тем богаче будут наши традиции общие, потому что, еще раз говорю, язык, культура и традиции всех народов – это не что-то такое монументальное, которое раз и навеки. Это все равно живой организм, который растет и развивается, и обогащается за счет общения с другими народами, культурами. Это один из самых любимых праздников, потому что начинается лето, фактически уже лето.
начинается что-то новое. То есть зима закончилась, отступили холода, сейчас все будет хорошо, все будет на позитиве. И я вас поздравляю, все, что вы себе желаете, оно придет обязательно. Татарскую культуру представили культурные центры из Челябинска и Верхнего Уфалея. Они организовали выставку, угощали гостей блюдами национальной кухни. Мещарский коллектив «Чолпан» из села Муслюмово занял первое место в номинации «Лучшая выставка национальной кухни». Пробуждается природа, начинается новая жизнь. Для турков, проживающих в Челябинской области, Навруз ассоциируется с началом весны. В этот день они поздравляют знакомых и друзей, приглашают gostей. Bizlere davranışı, bizlere hal ve hareketleri gayet arkadaşlık içinde, güzel samimiyetleri içinde, kimsenin art niyeti olmadan mutlu bir geçim dileğiyle herkese. Организаторы и южноуральцы надеются, что яркий праздник солнца и весны впредь станет прекрасной традицией, объединяющей народы Челябинской области и принесет в каждый дом, в каждую семью новое вдохновение. Участники этноконкурса «Уральский батыр» посетили специальный отряд быстрого реагирования. Специалисты продемонстрировали юным батырам боевые искусства, научили пользоваться настоящим оружием. Я очень хотела поступить в СОБР, потому что СОБР спасает чужие жизни, заложников там перехватывает. СОБР – это спецотряд быстрого реагирования. Я хочу туда поступить. Пистолет Макарова, АК-103, пистолет-пулемет СР-2М, которые СОБР применяет только в крайнем случае. Самым востребованным оружием является АК-103. Ребята разбирали и собирали его, засекая время. Там мы научились разбирать и собирать пистолеты, стреляли из лука и показали нам приемы, если на тебя напали. Столько эмоций было у детей, они пришли довольные, счастливые, и у них глаза у всех светились. Домой пришел, мы все занимались самообороной, было очень интересно. Батырам сотрудники СОБР объяснили, что спортивные навыки являются неотъемлемой частью военной службы, а для того, чтобы быть в физической форме, нужны ежедневные нагрузки, которые развивают как физическое тело, так и умственные и духовные способности. Ребята научились азам самообороны, блокировать преступника, выверять и просчитывать каждый шаг, уметь работать в команде. Они похожи на ОМОНов, которые тоже помогают полицейским ловить бандитов и чтобы бандиты не сбежали. Приехал довольный, начал показывать на нас все, что им показывали. На братишках тренировался. Ребята познакомились и со стрельбой из лука. Юный мастер из Кунашакского района Данил Хуснулин отметил, что башкирские батыры показали хорошие результаты. Есть ли будущее у башкирского видео? На этот вопрос искали ответ участники фестиваля «Оскон». Большой фестиваль башкирского видео, проходивший в Челябинске, собрал более 100 любителей башкирской кинематографии. Идея проведения конкурса «Оскон» родилась у активистов Союза башкирской молодежи Челябинской области в 2015 году. За эти годы мероприятие полюбилось многим. Ту цель, которую мы преследовали при запуске этого конкурса, она постепенно претворяется в жизнь. Мы получаем очень хорошие любительские работы. Может быть, пока с технической стороны они не очень хорошо выполнены, но со стороны того смысла, который в него вложен в эти работы, мы остались очень довольны. По словам организаторов, каждый год фестиваль отличается своей оригинальностью. Этот сезон запомнился динамичностью. Прием работ проходил всего лишь 2,5 месяца. В этом году я решила отправить свою работу на конкурс «Оскон 2018», и я победил. Также была утверждена новая номинация – озвучивание мультфильмов на башкирский язык. Мне понравилось, это «Гадкий я», прям и в мимику попадали, и типа по голосу ближе уже к оригиналу. И «Холодное сердце» тоже понравилось. Благодаря конкурсанту из Турции впервые фестиваль вышел на международный уровень. «Оскон» проходил в течение 3 дней. Помимо церемонии награждения с просмотром фильмов проходили и образовательные мастер-классы, творческий квартирник, питчинг сценариев. Изначально трудности возникли со сбором костюмов и реквизита, потому что в наше время только в музеях в основном хранится, но мы решили делать не полностью реконструкцию событий, так как у нас все-таки сказка, мы сделали стилизацию. В дальнейшем челябинская молодежь планирует развивать актуальные направления кинематографии и видеопроизводства. Будут добавляться новые номинации. Они верят, что искорки «Оскон» зажгут пламя творчества и свет вдохновения.
Сегодня в Челябинск приехал народный артист Республики Башкортостан Газим Ильязов. О том, как встретили его челябинцы, подробности узнаем у самого артиста. Силәбеләр нисек каршы алдылар? Бик матур каршы алдылар. Монда сынапта халык бик мөләем, бик әйбәт халык яшәй. Монда нисектер әйтәм, безнең башкортлар бодылып бетмәгән нисектер. Үзегезнең теләкләрегезне безгә әйтеп китегез. Моң йөр яраткан кеше бер вакытта картаймый. Шуның өчен концертларга күбрәк йөрегез, үзегезгә көз дәрт алып кайтып китәм бит концерттан. Знакомьтесь, у нас новая рубрика. В ней мы расскажем о самых интересных страницах башкирской истории Южного Урала. Кто такой Таймас Шаимов? Это загадка. Таймас Шаимов – это один из богатейших землевладельцев башкирских, бесстрашный воин. Царица Анна Иоанновна пожаловала Таймасу титул князя Тархана. Официальной датой основания Челябинска принято считать 1736 год. За несколько лет до этого Таймас Шаимов, выполняя поручение командования, искал подходящее место для основания города. Более того, легенда гласит, что здесь якобы стоял родовой йорт Шаимовых, будто бы на Алом поле находилось их родовое кладбище. И будто бы праправнук Таймаса уже в последние десятилетия рассказывал, как дед привел его на берег Миаса возле моста и заверил, что их родовой дом стоял именно здесь. Вполне возможно, место для зимовки удобное. Вода, лес рядом. Еще одна из легенд рода Шаимовых гласит, что у него было несколько жен разных национальностей, в том числе башкирка, татарка, казашка и русская. В 1734 году сыновья Таймаса получили грамоту, подтверждавшую тарханское звание. Оно распространяется и на его потомков. Башкирская общественность Челябинской области выступила с предложением присвоить имя князя Таймаса Шаимова набережной реки Миас, который со временем стал одним из крупнейших и красивейших городов России – город Челябинск. Серия башкирских дискотек на Южном Урале. Вечеринка Йондос-пати. 20 апреля город Миас, развлекательный комплекс «Звездный». 28 апреля село Аргаяш, ночной клуб «Айон», начало в 22:00. 26 апреля Челябинск, Башкорт-пати, развлекательный комплекс «Галактика развлечений», начало в 22:00. Ошының менән тапшыруыбыз тамам. Безне ОТВ каналында көтүп калыгыз. Киләһә осрашкандарга тиклем. Һау булыгыз.